Если раньше подготовка медицинских кадров в республике занимался только факультет, то сегодня можно говорить о целом институте. Ежегодно учебное заведение выпускает более 100 студентов по разным профилям. Чеченский медицинский институт готовит будущих специалистов по 3 направлениям. Это лечебное дело, которое включает в себя все виды специальностей, педиатрия и стоматология. С учетом специальностей, наиболее востребованных в регионе, на базе института открыты новые направления. По лечебному делу вопросы, они как-то закрыты, но сейчас приоритетность у нас вот нехватка кадров, короче говоря, и по узким специальностям, это по педиатрии. Вот с учетом этого мы ввели специальность, короче, педиатрии. Вот. Конечно, стоматологи у нас, стоматология в Республике бурно развивается и по высокой технологии. Но здесь есть, опять-таки, время потребует, короче, восполнения кадров. С учетом этого, по просьбе Министерства здравоохранения, главного стоматолога республики, да и мы тоже включили эту специальность. Важным в системе подготовки будущих врачей стало открытие на базе Института медицинского симуляционного центра. В ближайший год здесь будет вестись работа по его оснащению, после чего студенты смогут проверять свои знания на практике. Кроме того, центр будет служить практической площадкой не только для студентов. Также на его основе будет создана база подготовки и переподготовки для работающих врачей. На доске мы прекрасно видим, вот, вы прекрасно знаете, что вот это надвисочная ямка, да? Да. Одна из важных составляющих учебной стороны института – это лаборатория на базе кафедры науки анатомия. Доступ сюда свободный. На подобных учебно-тренировочных материалах студент может собрать какой-нибудь анатомический препарат. То есть такой муляж, который в точности повторяет один из компонентов внутреннего строения человека. Если задание выполнено без ошибок, работа студента может пополнить коллекцию препаратов лаборатории. Они могут наглядно на этих препаратах рассматривать всю топографию органов, взаиморасположение, ход сосудистых нервных пучков, что имеет важное практическое занятие в дальнейшем, скажем, то, что пригодится в практической медицине. Помимо этого у нас используется, скажем, трехмерная анатомия. Одно из направлений вообще кафедры – это трехмерная анатомия, где уже в трехмерном режиме, скажем, преподаватель может студенту показать, скажем, тот или иной орган. Студенты на очередном занятии. Тема практической пары посвящена изучению топографии черепа человека. О таких условиях и возможности в полном объеме получать медицинские знания предыдущие поколения студентов могли только мечтать. Все кабинеты освещены интерактивными системами. Интерактивные цифровые системы, где свободно в трехмерном режиме мы можем рассматривать, например, тот же череп, крылонебную ямку, все возможные каналы. И одно из направлений нашей кафедры – это использование трехмерной анатомии. И как научное направление, потому что это уже прогресс. В дальнейшем уже заказаны так называемые сенсорно-анатомические столы, где уже труп находится, скажем, уже закачанный труп в электронно-цифровом формате, где студент может свободно препарировать, отслаивать, скажем, препарирование кожи, клетчатки. Сенсорные анатомические столы вуз планирует закупить уже в следующем году. Между тем, все тонкости этой сложной науки медицина студенты познают под руководством опытных педагогов. Особенно интересно студентам участвовать в практических занятиях. В занятиях нам приносят всякие муляжи, там скелеты с мышцами. И без, вот у нас сейчас была как бы топография черепа, и на черепе мы спокойно можем разглядеть всякие отверстия, инцизуры. Интерактивная доска, она помогает, потому что если, например, нету там подручного чего-то, что нам надо, мы это можем спокойно разглядеть на интерактивной доске. Такие лаборатории пока что служат для института временной заменой своей практической площадки. По общепринятым стандартам медицинский вуз должен иметь свою собственную поликлинику. Руководство института надеется, что и этот вопрос в будущем будет решен. Для того, чтобы мы завтра получили высокоподготовленных, короче, специалистов, да, мы должны иметь, короче говоря, базовые клиники свои и поликлиники. Не только сегодня студент должен, короче, сидеть за партой, должен уметь своими руками делать. Да. Он должен, короче, и дежурить, он должен, короче, принимать участие, короче, в приеме больного приемного отделения, в перевязочном. Он должен в той степени принимать участие, короче, и в оперативном вмешательстве. Ну, допустим, возьмем хирурга. Он должен самостоятельно сделать операцию для того, чтобы получить аккредитацию, короче, на врачебную деятельность.
Тогда только как специалист он будет задействован в лечебном процессе. Чтобы эти требования выполнялись, как никогда должно быть взаимопонимание между Министерством здравоохранения Чеченской Республики и нашим вузом. Помимо теоретических, практические занятия у студентов есть возможность проходить в кафедрах института, открытых на базе лечебных учреждений республики. Если взять пропедевтику внутренних болезней, которые проходят на 3-м курсе, так построено расписание, они приходят к нам на 4 часа. Первые 2 часа мы чисто теоретическую часть в аудиториях, вторые 2 часа мы, друг на друге, на муляжах, потом идем к больному, и все, что мы, проходим теоретически, это, применяем на больных. Потом самостоятельно студенты смотрят историю болезни, ознакомливаются анализами. Очередное занятие студентов в поликлинике проходит в сопровождении преподавателей. Изир Батаев полностью контролирует теоретическую и практическую подготовку студентов. ЭКГ признаки мелкоочагового инфаркта, крупноочагового, какой у нас? Первое, что появляется? Появление патологического зубца, да? Вопрос подготовки медицинских кадров республики в числе приоритетных. Учитывая, что регион сегодня нуждается в квалифицированных специалистах медицинского профиля, проблем с трудоустройством выпускников тоже нет. 90% выпускников медицинского института ежегодно обустраиваются на работу в лечебные учреждения республики. Элина Халидова, Магомед Сулейманов и Ислам Цамаев. Новости 7.